Всем огромный привет, всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня посмотрим важные события для вас, дорогие козероги, с 4 по 10 октября 2021 года. Мы посмотрим основное событие недели, сферу работы, финансов, отношений и подсказку. Напоминаю, прогноз общий, поэтому события могут не совсем резонировать с вашей ситуацией. Если резонирует, ставьте лайки, буду ждать обратную связь в комментариях. Но прошу в любом случае не воспринимайте все буквально. Рассматривать будем на оракулах. Какие-то оракулы, я оставлю информацию в инфобоксе. Так. Основные события недели для вас, козероги, с 4 по 10 октября 2021 год. Работа, финансы и отношения. Основное событие недели. Работа, финансы, отношения. Подсказка для вас. Вот, две подсказки. Ну, две, значит, надо две. Так, и посмотрим дополнительно еще. Колода возьмем и дополнительную информацию посмотрим. Основное событие недели. Работа, финансы, отношения. Так, основные события недели. Основное событие недели у нас вполне возможно внезапное получение денег. Может быть, это выигрыш какой-то, может, лотерея, может быть, вы не думали, не гадали, а вам необходимы были деньги, и вы их каким-то образом не рассчитывали на человека, а человек раз и дал вам. В общем, какое-то внезапное получение денег. Может, наследство, ну, все может быть. В общем, какая-то такая неделя для вас. Либо что посеяли, то и пожали, да, то есть либо вы усердно работали над чем-то и получили хорошую прибыль или хороший заработок. Либо работали над каким-то бизнес-проектом и наконец-то вот получили долгожданную прибыль. Так, в плане работы. Ну вот в плане работы тоже получается, не думал, не гадал и никак не ожидал, а тут получается раз и прибыль. То есть вы думали, что на данный момент все рушится и ничего нет и не будет, и можно закрываться, допустим, в том же бизнесе или на той же работе, но будет какая-то материальная выгода, будет вдруг внезапная. Либо вам деньги дадут на ваш проект, либо на вашу работу внезапно. То есть вас выручат, и внезапное выруливание какой-то ситуации. Внезапная какая-то удача, когда, допустим, знаете, когда вот, допустим, как палочка-выручалочка, ты не ожидал, а тебе протянули руку помощи. Ты не ожидал, а тебе вдруг ниоткуда дали деньги. Ты не ожидал, а нашел, допустим, помещение для своего бизнеса там, или еще что-то. Не ожидал, и ваш сайт или ваш блог выстрелил, в буквальном смысле приносит вам деньги. Ну вот как-то так в работе. Финансы. Финансы вполне возможно перемены, и притом благополучные перемены в финансах. Финансы, если у вас где-то на что-то уходили деньги, то все стабилизируется потом. То есть будут какие-то положительные перемены. Если вы, допустим, брали кредиты на недвижимость, то вы их отдадите. Если вы хотите взять кредиты, то вам их тоже могут дать. Если
Здесь также могут карта говорить о какой-то помощи, вполне возможно, из круга друзей, семьи, родных. Так, но здесь идет какое-то положительные какие-то перемены в плане финансов. Вполне возможно, вы еще и работаете на дому. Это как вариант. Есть такой вот вариант, что вы, может быть, работаете на дому, что вы фрилансер. Но также, может быть, вам придут деньги из-за границы, кстати. Может, кто-то перечислит вам деньги из-за границы. Тоже такой вариант может быть. Или вы хотели бы отправить деньги за границу, это тоже как вариант может быть. Либо вы, либо вам. Либо вы хотели бы помочь своему ребенку там или родственнику, тот, который за границей. И у вас это удачно это пройдет транзакция. Так, либо деньги у нас приходят от родственников, либо у вас еще могут быть траты на родственников. Тоже могут быть такие варианты. Так, в плане отношений. В плане отношений угу. Какая-то давняшняя ситуация, которая никак не двигается. Есть у вас какие-то, скажем так, смутные сомнения по поводу вашей второй половинки, по поводу вашего партнера. То есть вы человеку либо не доверяете, либо сомневаетесь в нем. Вполне возможно, вы думаете, а вдруг у него еще кто-то есть, или вдруг у нее еще кто-то есть, смотря кто сейчас смотрит, мужчина или женщина. И вы не хотите никакого развития отношений этих. Вы не хотите, допустим, если вы в ссоре, вы не хотите мириться. Если вы сомневаетесь в чем-то и, допустим, нужно вывести человека на какой-то разговор и прояснить ситуацию, вы не хотите этого делать. Вы будто закрываете либо на все глаза и сами сами себя внутри начинаете вот мучить какими-то мыслями, какими-то подозрениями. Есть какой-то, может быть, еще, вполне возможно, вы думаете, что от вас что-то скрывают, вам что-то не договаривают, и вы никак не проясняете эту ситуацию, вы ее замалчиваете и не хотите оставить все так, как есть. Для одиноких это не говорит о знакомстве. Для тех, кто в паре, вам нужно, ну вот вы сами себя накручиваете. Карта накручивания. Так, давайте, что же у нас тут есть две карты. Так, мы посылаем в ваш разум и сердце мощные волны любви. Это пробуждает любовь. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить наметившиеся романтические отношения. Позвольте себе сполна насладиться этим замечательным чувством во всех его чудесных проявлениях. То есть вам на данный момент карта говорит о том, что нужно проявить все-таки свою любовь каким-то образом, показать свое позитивное и отношение к своему партнеру. Также карта детям. Вы с любовью относитесь к детям, и они отвечают вам тем же. Все дети, включая ваших собственных, требуют любви, заботы и внимания. Мы способны очистить и открыть ваше сердце, чтобы вы могли уделять им еще больше времени и энергии, когда они в том нуждаются. Карта детей. Кстати, также действительно карта еще говорит о том, что на данный момент за своими какими-то вот выяснениями отношений в семье вы абсолютно забыли о детях, они одиноки. То есть вам необходимо на данный момент обратить внимание на ребенка, сходить куда-то с ним, может быть, учить вместе с ним уроки, допустим. Может быть, обычно дети очень сильно переживают и страдают от тех ситуаций, которые происходят в семье, допустим. И на данный момент вам необходимо обратить внимание на ребенка и
Может быть, сходить куда-то с ним погулять, допустим, да, может сходить его сводить в кафе или в парке, или в кино, допустим, на какой-то обычный, может вместе просто дома посидеть, мультфильм или фильм посмотреть. Вот такой вот расклад для вас и совет для вас. Ну, на этом видео буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем счастья, удачи, пока-пока, до новых видео.